И этот день наступил, и как и любой другой день наступит или наступал. Как бы мы его не оттягивали, Как бы мы не оттягивали, он наступает, начинается новая рабочая неделя, но это лишь повод улыбнуться, посмотреть на новые перспективы, которые доступны нам всем в течение этой недели. Главное, что для этого делать, и все обязательно получится, всего мы достигнем. Вот с такой мотивационной речи хочется начать сегодняшний понедельничный эфир. На календаре 23 марта, да, понедельник. Это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». Самая утренняя, самая уютная, самая семейная утренняя программа на телеканале «Якутия-24». Да, месяц март почти заканчивается, да. Неделя новая начинается, буквально 2 недели. У нас уже новый месяц. И уже апрель. И уже апрель, А да. уже совсем другая жизнь Да. будет. Поэтому улице- наслаждаемся этой, потому что там будет другая. Вот Да, так. ну а сейчас самое время, да, немножко рассказать о том, что произошло, да, в предстоящие выходные, пока мы с вами, да, прошедшие выходные, пока мы с вами отдыхали, ну кто-то, может, и отдыхал, кто-то работал. Кто-то В спал. общем, а кто-то спал. Вот. А Роскосмос в это время, он что делал? Он отметил символический старт перед первой в истории в России неделей космоса. За 2 недели до торжественных мероприятий на орбиту отправился грузовой корабль «Прогресс МС-33». На его головном обтекателе нанесена эмблема предстоящей недели, учрежденной указом президента. Пуск был произведен с площадки космодрома Байконур, которую специалисты восстановили в рекордные сроки после недавних повреждений. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов подчеркнул, что запуск имеет не только техническое, но и символическое значение. Он открывает череду событий, Посвященных российской космической программе. По его словам, успешный старт стал доказательством высокой подготовки команды и знаковым началом недели космоса. Да, ну, говоря про саму неделю космоса, и указ о ее ежегодном проведении подписал президент Владимир Путин. В конце прошлого года проводить ее будут с 6 по 12 апреля, чтобы популяризовать достижения отечественной космонавтики и повысить престиж профессий, связанных с космосом. Вот, собственно, уже вот через 2 недели она стартует. Это первая в истории, кстати, неделя космоса будет. И мне кажется, очень классно. Мне всегда нравится, когда про космос говорят, нравится, когда космос начинают популяризировать. Изучение космоса, космонавтика. Да, и сейчас причем активная волна такая пошла на популяризацию, да, профессий. Тем более, что этим возможно заниматься, если, ну, как минимум, у нас сейчас доступно за счет цифровизации, да, мы можем удаленно что-то делать и так далее, в том числе проходить какие-то испытания, по ним получать информацию, как, например, ну, элементарно, как стать космонавтом, что для этого нужно. Вот лет 30-40 назад это было труднее, да, эту информацию получить, нужно было своим пешком, что называется, куда-то идти, что-то узнавать. Это какая-то такая очень мечта была у многих мальчишек, да, такая, знаешь, как будто, не знаю, небесное, да? Что-то неосуществимое, да. Ну, я, наверное, один из тех людей, у кого это было так, и я до сих пор где-то надеюсь, что я стану космонавтом, хотя я понимаю, что, ну, по ряду причин мне уже как бы этого мне уже как бы не этот. А тебе бы пошло, Паш? А я бы летал бы туда, вот в космос и в невесомости, там вот это вот все. Там весело, мне кажется. Иногда смотришь какие-то видео, которые с МКС отправляют, как они там живут, быт. Но у них там своя атмосфера, у них там прикольно. Но мы с космоса оттуда спускаемся к себе обратно на Землю, потому что, ну, а нам важно тоже выходить в открытое пространство, то бишь на улицу, и хотя бы знать, что нас может там сегодня ждать. Да, ожидает. Итак, в центральных районах сегодня днем ожидается от -4 до 0 градусов, в заречной группе от -2 до +1, в южных +1, +2, в Вилюйской группе от -3 до 0 градусов, в Нижнеленских -4, -9, в западных от -3 до +2 градусов, в Колыма-Индигирской группе от -9 до +3 градусов. В Янских -6, -10, на северо-западе -15, -26 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 21 градус мороза, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Штиль. Днем сегодня ожидается преимущественно без осадков, ветер юго-восточный со скоростью 2,7 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Днем температура воздуха в столице составит -1, +1 градус.
Вот с такой погодой мы сегодняшний день встречаем. Ну и как у природы мы все знаем, да, не бывает плохой погоды, как это пелось в известной песне. Все равно хорошо, что у нас есть возможность прогнозировать ее поведение, хотя плюс-минус понимать, что нас ждет, хотя бы в ближайшие часы, да, потому что точнейший прогноз, он может быть только на ближайшие 3 часа, не дальше. Но, тем не менее, за этими прогнозами стоят люди, которые умеют разговаривать с небом на языке приборов и формул. 23 марта свой профессиональный праздник отмечают те, кто делают нашу жизнь предсказуемой, метеорологи. Всемирный день метеорологии и День работников Гидрометеорологической службы России. Именно благодаря их труду мы знаем брать зонт или ждать солнца, планировать поездки или оставаться дома за чашечкой чая. Да, кстати, вот первый в мире прогноз погоды появился больше 160 лет назад, и с тех пор наука о небесных явлениях шагнула далеко вперед. А вот об этом и других событиях дня, других праздниках далее в нашей рубрике. На календаре 23 марта. Сегодня отмечают Всемирный метеорологический день, День работников Гидрометеорологической службы России. По народному календарю Василиса, вешней воды, указательница. На Василису нередко выходили на промысел. Считалось, что если на реке в лунку бегут весенние ручьи, то хорошо ловится плотва. Этот день в истории. 1876 Павел Яблочков получил патент на изобретенную им электрическую свечу. 1891 впервые на футбольных воротах использовалась сетка. 1900 археологи обнаружили на Крите остатки легендарного лабиринта дворца Минотавра. 2001 в Тихом океане затоплена орбитальная станция «Мир». В этот день родились Стендаль, французский писатель, Константин Победоносцев, российский государственный деятель, ученый-правовед и публицист, Николай Рубинштейн, русский пианист, дирижер, педагог, основатель Московской консерватории, Анатолий Лепедевский, советский летчик, генерал-майор авиации, первый герой Советского Союза, Элизабет Тейлор, англо-американская киноактриса, Владимир Ивашов, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Именины сегодня у Анастасии, Василисы, Виктора, Галины, Георгия, Дениса, Дмитрия, Леонида, Марка, Михаила, Ники и Павла. Ну а теперь предлагаем обратить ваше внимание на внутренний мир, а именно на состояние своего тела. Растяжка помогает снять утреннее напряжение, сделать мышцы эластичнее, а мысли яснее. И сегодня в нашей традиционной утренней зарядке плавные, бережные движения, которые подходят и тем, кто только начинает свой день, и тем, кто давно хочет добавить в жизнь больше гибкости. Никакой спешки, только внимание к себе и своему ритму. Всем доброе утро! Сегодня мы поработаем над нашей растяжкой, чтобы у нас все движения были грациозные, плавные и пластичные. И начнем мы с первого упражнения. Получается, мы правую ногу вытягиваем вперед, левую ногу уводим назад, руки ставим рядом с правой стопой. У нас угол в правой ноге 90 градусов. Держимся пальцами, либо тут можно поставить какую-то возвышенность, тоже в домашних условиях книги можно использовать. На вдохе мы слегка приподнимаем таз и с выдохом тянем таз вниз. Левая нога у нас остается прямой. Раз, вдох, выдох, 2, вдох, выдох, 3. Хорошо, тянем таз вниз, делаем 6 повторений и в конце держим статику 6 секунд. И потом мы уводим, опускаем левое колено, уводим таз назад, выпрямили правую ногу. Тоже можно возвышенность забрать здесь с собой. Левая нога стоит у нас на полупальце, правый носок тянем на себя. Можно подсогнуть правую ногу, если сильно тянет задняя поверхность бедра. Мы всегда тянемся только животом. В наклонах только животом, плечи оттягиваем от себя, живот вовнутрь, правый носок на себя. Сделали вдох. И с выдохом уходим в наклон вниз. Раз. Кто может, выпрямляет ноги. Выдох. 2. Выдох. 3. Делаем 5-6 повторений и в конце держим статику 6 секунд. Поднимаем корпус. Снова уводим корпус вперед. Заднюю ногу левую ставим на тыльную сторону.
Поднимаемся за макушкой вверх, ладони ставим на пояс и делаем такое движение, как будто бы мы давим таз вниз, грудь направляем вперед, макушку назад и держим в статике 10 секунд. Раз, два, три и так до 10. Вернули корпус, опустили руки вниз. Снова выпрямили правую ногу, поставили левую ногу на полупалец, подтянули к себе руки и выпрямили левую ногу. Теперь мы сделаем наклоны с положения стоя. В этом положении мы левый таз тянем вовнутрь, чтобы тазовые кости у нас оставались на одной линии. Правый носок на себя. Если у нас левая нога сильно осталась далеко, мы можем ее подтянуть к себе. Выдох. 3. Тянемся только животом, плечи оттягиваем назад. Делаем 5-6 повторений и в конце держим статику. Далее мы поднимаем корпус, уводим корпус вперед, опустили левое колено. Заднюю ногу поставили на тыльную сторону. Поднимаемся вверх. Левую руку поставили на правое колено, правую руку вытянули вперед, таз потянули вниз, сделали вдох и с выдохом раскрываем правую руку в сторону и взгляд за правой рукой, рука параллельно полу, раз, вернулись на вдохе, выдох, 2, вдох, выдох, 3. Делаем 5-6 повторений и в конце держим статику. Рука вернулась. Теперь мы правую руку опустили в левую сторону вместе с левой рукой. Подтянули таз вниз. Сделали здесь вдох. И на выдохе мы тянем к себе левую пятку. Выдох. Раз. Выдох. 2. Выдох. 3. Выдох. 4 и держим статику. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. Аккуратно опустили левую ногу, таз отвели назад, подтянули к себе руку. И как мы выходим из этого упражнения, правую ногу через сторону, соединили ноги в коленях, опустили таз на пятки, руки поставили широко и бедро до конца опустили вправо. И до конца опустили влево. Итак, мы завершили одну связку на одну ногу, правую. Теперь мы делаем от начала до конца повтор на другую левую сторону. И тогда у нас будут эластичные, хорошие укрепленные мышцы ног. Приветствую вас, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях этого утра. В России появится вакцина от пневмокока «Пневмикс-16». Вакцина будет зарегистрирована в текущем году. Стартовали ее клинические исследования с участием детей. Сейчас проводится клиническое исследование третьей фазы с участием детей от 2 до 17 лет, поскольку по правилам сначала все исследования должны быть проведены у взрослых от 18 лет и старше. Россиян предупредили о новой кредитной ловушке. Микрофинансовые организации меняют стратегию. От практики займов до зарплаты они переходят к выдаче денег на длительный срок. Теперь МФО предлагают продукты, похожие на банковские кредиты, с невысокими ежемесячными платежами и лояльными условиями. Однако цена таких денег остается непременно высокой. Когда срок растягивается, ежемесячная нагрузка кажется посильной, но итоговая сумма процентов может кратно превышать тело долга. Особую угрозу предоставляет рефинансирование в МФО, когда человек берет новый заем, чтобы погасить старый. Это затягивает его в долговую воронку. Общероссийское общественное движение «Ветераны России» предложили создать реестр утраченных наград. Кроме того, ветераны России заявили о необходимости установления контроля за вывозом госнаград за границу. Необходимо на таможенном уровне ввести обязательное предъявление документов, подтверждающих право удостоверения к награде. Свидетельство о наследстве для всех лиц, вывозящих государственные награды, отметили в движении.
Якутске состоялось открытое первенство по лыжным гонкам, собравшее более 200 участников в возрасте от 10 до 89 лет. Соревнования посвящены памяти заслуженных тренеров Григория и Ариана Дьячковских, внесших значительный вклад в развитие спорта в республике. На старт вышли их воспитанники, многие из которых отмечают важную роль наставников не только в спорте, но и в жизни. Участники подчеркивают, что тренеры воспитывали в них дисциплину, характер и стремление к победе. Турнир стал не только спортивным событием, но и символом преемственности поколений. Ариан Григорьевич воспитал в те времена, с начала 2000-х, наверное, до 2025 года практически всех студентов Института физической культуры и спорта по лыжным гонкам. Так что у него там целая плеяда лыжников, которые тренировались вот эти годы, да, все проходили именно тренировки у Ариана Григорьевича. Так что мы, воспитанники, очень-очень гордимся, очень, как говорится, хотели бы сказать искренне слова благодарности. Клевый день устроили в столовой управления «Алроса». Уху по-фински, запеченную форель и салат индигирка из моксуна предложили всем желающим. День посвятили рыбным блюдам, но и любителям мяса и овощей находят, что выбрать. В столовых «Алроса Торг» тематические дни проводят регулярно к 8 марта, Дню защитника Отечества и Новому году. Ко Дню Якутии столы застилают скатертями с видами якутских озер и рек, а на Пасху здесь будут подчевать куличами. Здесь и завтрак подается утром вкусно, то есть приходишь, прям завтрак ешь, очень все сытно, сбалансировано, нравится. И также самый обед, даже вот с собой только взял, прямо сбалансирован, даже заказал себе отдельный контейнер. Спасибо нашим коллегам, но мы продолжаем. Высшая школа музыки назовет новые имена Якутии. Под таким названием сегодня там стартует республиканский конкурс. О нем и о музыкальной жизни республики мы поговорим с гостем нашей студии, человеком, чья жизнь тесно связана с музыкой и воспитанием молодых талантов. Это заслуженный работник культуры Якутии, обладатель звания «Лучший преподаватель ДШИ Дальневосточного федерального округа» Владимир Индигирский. Владимир Петрович, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Доброе утро, Татьяна. Доброе утро, Павел. Катерина. Катерина, простите. Моя фамилия оттеняется. Это правда. Вот. Тем не менее, начнем издалека. Вообще рады видеть, да, все время про культуру, про музыку поговорить хочется, тем более успехов много в этой сфере. Бесспорно. Вот. Но, тем не менее, в прошлом году вы были ведущим на церемонии закрытия первого международного фестиваля классической музыки «Симфония добра». Вот хотелось бы сейчас немножко вернуться в прошлое на год и вот вспомнить, как это было. Ой, Павел, вы все знаете. Видите, не пропускаете ни один концерт классической музыки. Но я хочу начать о том, вы совершенно верно сказали, что в Якутске проходил летом первый международный фестиваль-конкурс «Симфония добра». Но это уже в прошлом теперь считается. А вот буквально неделю назад, 2 дня назад, у нас в Якутии прокатился большой республиканский культурный форум с добрым названием «Арктида». Вот, это был очень такой интересный мероприятие, прошедшее на всех площадках города Якутска. Вот, например, давайте вспомним, что проходило в этот день. Это был завершающий день вот этого нашего форума, как вы знаете, в Триумфе проходило. Помните, это все мероприятие посвящено вступившему году, объявленному нашим президентом Василием Сергеевичем Николаевым, год культуры. Значит, что было в этот день? Это был день рождения нашего государственного симфонического оркестра «Симфоника Арктика», который проходил на сцене детской школы искусств №1, который представил шедевры якутской профессиональной симфонической музыки. Это проходил мероприятие большое, грандиозное, республиканский детско-юношеский конкурс «Российская школьная весна» под эгидой объединения движения первых. Большая сфера музыкального образования, посвященная музыкальному просветительству, музыкальной педагогике, прошла в стенах исторического зала «Россия. Моя страна». А вот сегодня на праздничной сцене Высшей школы музыки имени Василия Босикова откроется 25-й юбилейный конкурс «Наш любимый. Новые имена Якутии».
Ну, вот отрадно, кстати, что, в принципе, у нас есть чем похвалиться в части музыкальных достижений. При этом мы, вот, ну, как говорим уже, это не первый год новые имена проходят. Мы отдаем много внимания на создание и воспитание новых имен. Бесспорно. Вот. Да, Но чего ожидать, да, в этом году от конкурса? Какие-то новые нововведения ожидаются, возможно? Хотя сегодня торжественное открытие, на самом деле он уже начался. К нам приехали выдающиеся мастера, педагоги с различных консерваторий нашей страны. И они будут вот как раз работать на этом конкурсе, встречаться, видеться с нашими маленькими музыкантами, которые учатся по нашей необъятной республике Саха. Вот прямо сейчас встречает в аэропорту ректор высшей школы музыки со своими проректорами, выдающихся тоже музыкантов, которые торжественно тоже будут принимать участие. Это семья Виталия и Инны Гуниных, вот Константин Маслюк, он приезжал как раз на конкурсе «Симфония добра», Виталий Егоров, Александр Петров, и будет наш воспитанник высшей школы музыки, который в настоящее время живет и работает в Москве. Вы представляете, он аккомпанирует молодым певцам Большого театра. И зовут его Николай Едукин. Тоже бывший скажем так, лауреат вот этого замечательного конкурса «Новые имена Якутии». Вообще сейчас я хочу сказать, что такое вообще конкурс «Новые имена Якутии». 25 лет — это ведь очень много для творческого коллектива. Вы представляете, вот даже одно имя. Вот сегодня кто у нас председатель Союза композиторов? Это кто? Это Николай Михеев. Вы представляете, вот маленький мальчик, приехавший из Улуса, сыграл маленькую композицию, а в это время сидел председателем жюри Борис Тищенко, великий наш советский композитор. Он заметил его замечательную композицию, приметил и мотивировал. Мне покажите этого мальчика, когда он закончит высшую школу музыки. Так оно случилось. Он заканчивает высшую школу музыки, едет в консерваторию, его встречает тот же великий композитор, принимает свой класс, он заканчивает. Более того, что он заканчивает, он еще аспирантуру закончил, и сегодня возглавляет Союз композиторов. То есть таких имен можно перечислять бесконечно. Наверное, в этом есть большая заслуга. Но прежде чем говорить об этом конкурсе, конечно, надо вспомнить его истоки. Кто стоял у руля этого конкурса? Это, конечно, первый проректор Высшей школы музыки Василий Афанасьевич Босиков. И его правая рука, проректор, ну, скажем, по-нашему завуч по этой школе, это Тамара Прокопьевна Сафронова, которая очень методично, организованно видела вдаль, и что этот конкурс обязательно должен быть классической музыки. И она верно глядела, и так оно сбылось. Но до новых имен конкурс, конечно, не имел такого названия. Это же потом переименовано как бы общероссийского фонда «Новые имена». Вот. Потом она прибавила Якутии. А было, называлось конкурс «Северное сияние». Эти тоже «Северное сияние». Это маленький воспитанник. После как только она создалась высшая школа музыки, стала необходимость в конкурсе, чтобы как-то выявлять одаренных, талантливых детей. Так оно случилось. Вот сегодня все заведующие музыкальных школ, например, Марьям Черепанова, теперь заведующая фортепианным отделением детской школы искусств. Они все прошли горнило этого «Новые имена Якутии». Если я, конечно, буду перечислять всех, которые стали выдающимися музыкантами современности сегодняшней, конечно, это весь оркестр, все этот новые имена, государственный ансамбль скрипачей виртуозы Якутии. Они все прошли этот конкурс. Вы представляете? И даже трудно представить, если бы не было конкурса, возможно, и не было бы и даже филармонии. Значит, в чем сила этого конкурса? Дело в том, что приезжают выдающиеся музыканты, преподаватели. Это Московская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского. Это Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Уральская консерватория. К нам еще присоединилась Красноярская академия музыки и театра. И все они смотрят на наших детей. Это говорит о том, что они заметили, что наши якутские дети очень способны, очень талантливы. Наверное, в этом кроется сила. Ну, если назову самых главных людей, которые помогли создать
нашей высшей школе музыки этот конкурс. Это Иветта Воронова, это Татьяна Гайдамович. Они стояли у руля вот этого форпосте этого конкурса. Очень великие музыканты приезжают к нам, например, вот тот же наш Гергиев и Лариса Гергиева. Можно их, конечно, перечислять бесконечно. Ну, это свидетельствует о том, что, в принципе, ну, как бы слова говорят и события сами за себя, что действительно конкурс очень мощный, очень важный. Мощный, важный. Очень важный. Глубокий. Владимир Петрович, ваше вот напутствие участникам конкурса, да, в завершении нашего разговора. Очень, Пожалуйста. было очень интересно тут представлять этот конкурс. Конечно, я желаю, чтобы все преподаватели были счастливы, довольны участием в этом конкурсе, а молодым участникам, конкурсантам я желаю успешного выступления на этом замечательном юбилейном историческом конкурсе «Новые имена Якутии». Ну, мы присоединяемся, наверное, к этим пожеланиям и желаем в том числе удачи в вашей работе и в этой профессии, важной очень. Благодарю вас. Я думаю, я не Ждем. ошибусь, Екатерина. Да. Спасибо вам, Павел, за приглашение на эту замечательную утреннюю передачу. Спасибо вам Вам огромное. спасибо и хорошего дня. Спасибо. Вот. Ну, а мы перейдем к вопросам, как правильно сказать, финансов, наверное, да, финансов и распределения того, что есть у вас, и как этим всем обращаться, да, потому что как бы иногда в какой-то момент жизни нам нужно понимать некоторые тонкости юридического мира, которые требуют не только каких-то накоплений, но вот правильного подхода, именно оформления и так далее. Особенно, когда речь заходит о самом сокровенном, да, земля или участок, дом и так далее. Вот как оформить участок или постройку без лишних сложностей? Кто может воспользоваться этим правом и до какого срока? И какие подводные камни важно знать, чтобы потом не пришлось переделывать документы? Об этом узнаем в рубрике «Советы юристов», в которой эксперт расскажет о нюансах дачной амнистии. Дачная амнистия позволяет гражданам зарегистрировать отдельные виды недвижимости в упрощенном порядке, то есть без направления уведомлений о начале и окончании строительства, без получения уведомления о соответствии разрешения на ввод в эксплуатацию и других процедур. Основные документы, которые требуются в этом случае для оформления недвижимости в собственность, это технический план дома, его готовит кадастровый инженер и правоустанавливающий документ на землю. На какие объекты распространяется дачная амнистия? Это садовые или жилые дома, построенные на участках для ведения садоводства, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов. А также это земельные участки, предоставленные гражданам для личных нужд до 30 января 2001 года, и хозяйственные постройки, для которых не нужно получать разрешение на строительство, то есть гаражи, теплицы и другие. Особенность регистрации прав на жилой садовый дом по дачной амнистии состоит в следующем, что по дачной амнистии кадастровый учет и регистрация права собственности проводятся только на основании технического плана. Правоустанавливающие документы на землю представляются лишь в том случае, если право собственности на участок не зарегистрирован в едином государственном реестре недвижимости. Для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо подать заявление в орган местного самоуправления и приложить документы, подтверждающие факт владения недвижимостью. Их перечень зависит от того, на какой объект регистрируется право собственности. Это может быть договор о предоставлении участка или акт о выделении земли, договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения, договор или платежки об уплате коммунальных услуг, документы технической инвентаризации, выписка из похозяйственной книги. Подать документы в Росреестр можно самостоятельно любым удобным способом. В бумажном виде это по почте или лично обратившись в орган регистрации прав в МФЦ, или направить в электронном виде через личный кабинет на сайте Росреестра. Размер госпошлины за регистрацию права собственности составляет 700 рублей. Упрощенным механизмом также могут воспользоваться наследники предыдущих владельцев. Для этого наследник должен предоставить среди прочих документов свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома. Знайте свои права. Дачная амнистия помогает оформить права на землю, а есть законы, которые передаются не через документы, а через обычаи и соблюдаются не одним поколением. В Приморском крае, в селе Красный Яр, такие традиции живут и сегодня.
Там прошел праздник Вакчайни, в переводе с удыгейского «охотник». Его отмечают дважды в год, осенью, провожая мужчин в тайгу, и весной, когда они возвращаются с добычей. Это время благодарности духом, состязаний в ловкости и, конечно, встреч с близкими. Как проходил праздник в этом году, расскажут наши коллеги. Эти звуки, движения и образы уже полюбились многим приморцам. Каждую весну на праздник Вакчайни в селе Красный Яр многолюдно. Сюда приезжают не только со всего края. Есть гости из Хабаровска и даже Китая. И пока шаман проводит камлание, это особый обряд общения с духами, участники праздника соревнуются в спорте, встают на огромные лыжи, бросают тинзянь на хорей, стреляют из лука и метают копья. Спортсменов у нас таких заядлых нет, но каждый может себя попробовать именно в тех национальных видах спорта, которые вот связаны с промыслами местных жителей, с охотничьими промыслами. Вакчайни проходит уже в 9-й раз. Его организаторы — нацпарк Бекин, Центр «Амурский тигр», клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов края и Дума Пожарского округа. Для гостей это возможность не только посмотреть на культуру соседей, но и буквально почувствовать себя удыгейцем или, например, нанайцем. Оказывается, стрелять из лука или держать баланс на лыжах охотника совсем непросто. Назад было тяжело, да, идти? Мы поднять не могли. Лыжи прилипли к снегу. Что самое сложное вот в этом виде спорта? Наверное, технику, правильно использовать. Подсчет легче. Например, как? Ну, в случае нашего капитана раз-два. Ну, капитан как считал? Раз-два. Раз у нас была правой туда, обратно почему-то получилось левой. Не знаю, но все равно выиграли. По традиции на полевой кухне варят охотничий суп с мясом изюбря. Он называется улэ-селени. Кормят гостей и традиционным салатом из папоротника. А местные мастера представляют свою продукцию. Сувениры из природных материалов. Это спилый рог изюбря, косули, когти, клыки медведя, также серьги из позвонков рыб, браслеты из позвонков рыб. Где, как ни на празднике Вакчайни, можно примерить традиционный наряд и почувствовать себя настоящей удыгейкой и даже пообщаться с шаманом. Наталья Дмитриевна, сегодня проводили обряд. Расскажите, что просили у духов? Просим для гостей уюта, здоровья. Ну и когда мы делаем подношение через костер, да, то просим всегда за наших ребят, которые находятся в зоне СВО, чтобы они вернулись домой живые и с победой. Напомним, 2026 объявлен президентом годом единства народов России. И такие праздники – возможность еще раз напомнить об уникальности каждого из них и о настоящей дружбе, которая объединяет нас уже многие поколения. Ирина Бачанцева, Александр Астафьев, «Панорама». У каждого народа есть свои традиции, которые передаются из поколения в поколение, но есть и голоса, которые становятся голосами целой эпохи, объединяя людей поверх границ и поколений. В далекое зимнее утро 1983 года по республиканскому радио прозвучала песня, ставшая в одночасье народной «Отчий Алас». Ее исполнила Анастасия Варламова, певица, чей голос до сих пор звучит в сердцах якутян. Композитор, мелодист, человек, чье творчество стало частью культурного кода республики. Об одной из самых признанных в Якутии певиц мы расскажем в нашей рубрике «История в кадрах». Есть песни, которые настолько проникают в душу и сердце людей, что кажутся уже родными. Песня, которую исполняла народная певица Анастасия Николаевна Варламова, поистине стала народной. Анастасия Николаевна Варламова – известный мелодист, народная артистка Якутии. Родилась в 1948 году в селе Цымах Мегины-Кангаласского района. После школы поступила в Якутское педагогическое училище номер 1. По окончании учебы работала учительницей и пионер-вожатой в селе Беджиме.
Анастасия Николаевна работала и секретарем комсомольской организации. Всегда была активной участницей художественной самодеятельности района. В 1979 году в мае был создан народный ансамбль танца «Каталык», который получил широкую известность не только в стране, но и в мире. В становлении и развитии этого ансамбля значительную роль сыграла Анастасия Николаевна. В 1989 году она переезжает в Якутск и совместно с литературно-музыкальным обществом «Карага» организовывает встречи, гастроли в районах республики. Анастасия Варламова всегда душой болела за развитие якутской песни. В начале 2000-х годов ей удалось исполнить свою заветную мечту. Был создан Союз мелодистов Якутии. Анастасия Николаевна была выбрана первым председателем Союза. Как руководитель организации большую поддержку она оказывала молодым начинающим мелодистам. Большую работу Анастасия Николаевна вела на телевидении. О мелодистах Якутии тогда был выпущен цикл передач «Ахтан Санана Агырын», к 60-летию победы передача «Рыгат фронтовиктор». В 2000-х годах совместно с поэтом Винокуровым Урсун подготовила цикл передач «Рыа Кутата». Анастасия Варламова является автором многих книг. «Төнне турум аласпар», «Минджолум Рыа», «Рыа тугунан саналар». У Анастасии Николаевны Варламовой около 70 своих песен, многие из которых отличаются особой мелодичностью и очень любимы народом. В них воспевается красота родного края, радости и печали людей. А лучшей песней 20 века является песня «Агамалага». Эта песня для каждого человека напоминает о своем родном Аласе, счастливом детстве и о родителях. Талант ее был многогранен. Любимица народа Анастасия Николаевна Варламова оставила после себя песни, которые всегда будут звучать в наших сердцах. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Мы продолжаем освещать актуальные новости к этому часу. В России право на получение пенсии имеют даже те граждане, которые ни дня не работали. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, бывают случаи, когда человек ни одного дня в своей жизни не работал, но по достижении пенсионного возраста он все равно будет получать социальную пенсию. Ранее в Госдуме перечислили категории российских пенсионеров, которые получат в этом году доплаты к пенсиям. В их числе граждане, общий доход которых ниже прожиточного минимума. Единая линейка учебников по родным языкам и государственным языкам Республик России появится в школах. Это станет новым этапом для всей системы языкового образования. Благодаря единым программам федерального уровня изучение языка будет сопровождать ученика на всем его школьном пути с 1 по 11 класс. Работа над созданием учебников ведется специалистами Федерального института родных языков народов Российской Федерации в сотрудничестве с регионами и научно-образовательными организациями. Служба спасения Якутии и МЧС провели совместные учения по спуску с вертолета. Всего в отработке действий приняли участие более 20 спасателей и экипаж Ми-8 Дальневосточного авиационно-спасательного центра МЧС России. Десантирование проходило в несколько этапов на высоте 30 метров, где оттачиваются навыки спасателей и скорость спуска. Учения проходят на регулярной основе в рамках подготовки к паводковому периоду, пожароопасному сезону и другим непредвиденным ситуациям. Во время паводка, во время очень опасных периодов времени, местности, где нельзя, допустим, подъехать или доехать, именно вот с методом десантирования делают десант-спуск спасателей для осуществления спасения людей и тому подобие техники. Ежеквартально и традиционно проводят. Сейчас еще в будущем тоже должны быть спуски. Вот перед самым паводком в апреле. Тоже сейчас это подготовительные спуски учебные, еще должны быть спуски.
Весна принесла в Мирный потепление и очередной этап преображения Центрального парка. Работы там возобновились на 2 знаковых объектах. Как сообщает пресс-служба мэрии, в апреле откроется всесезонная горка и скейт-парк. Между тем провели сборку конструкций. Также в планах на этот год построить смотровую вышку. Напомним, городской парк Мирного преображается при поддержке Алроса и федерального проекта формирования комфортной городской среды. Популяция амурского тигра в России составляет не менее 750 особей. Экспертные оценки и ежегодный мониторинг ведется на 30% территорий обитания тигра. Федеральные и региональные особо охраняемые природные территории, а также ряд охотничьих хозяйств ведут учет с использованием автоматических фотокамер и проводят учет следов на снегу. Отмечается, что рост численности тигра замедлился 3 года назад. Это было связано с последствиями африканской чумы свиней, которая повлияла на популяции кабанам и иным фотофакторам. Крупный алмаз Алроса получит особое имя. Алроса увековечит Год единства народов России. Так назовут алмаз размером с грецкий орех. Бесцветный светлый кристалл весит более 106 карат. Предложение главы Якутии Сына Николаева символически назвать камень поддержал генеральный директор Алроса. Сегодня в Алроса трудятся представители более 40 народов, для которых Россия – родной дом, где сохраняются и уважаются традиции каждого, прокомментировал генеральный директор Алроса Павел Мариничев. Камень добыли этой зимой на месторождении Айхальского горно-обогатительного комбината. Такими были новости этого утра. Всего хорошего и встретимся в эфире. Еще раз спасибо нашим коллегам. Ну, а мы продолжаем. Мы сейчас поговорим про такую вещь важную, как психологическая помощь, психологическая поддержка, психологическая разгрузка. Вообще все, что связано вот с напряжением нашим внутренним, которое нужно правильно выпускать. В Северо-Восточном федеральном университете начинается реализация проекта для студентов «Комната психологической разгрузки. Внутренний компас». Проект Центра психологической помощи вуза стал победителем конкурса «Росмолодежи» в 2025 и направлен на создание комфортной среды для адаптации и реализации потенциала студентов в вузе. У нас сегодня в гостях ведущий психолог Центра психологической помощи СВФУ Светлана Тимофеева. Светлана, доброе утро. Ну и первый вопрос, да, в чем все-таки важность реализации этого проекта, именно направленная на, по сути, на психологическую поддержку студентов? Да, совершенно верно. Ну, данный проект важен, да, так как наш проект, именно вот создание такой среды, да, комфортной, он направлен на успешную социализацию и адаптацию нашей студенческой молодежи. Ну, вообще, да, когда студент приходит, да, в новое место, можно ему так сказать, да, важно ему обеспечить такую комфортную среду, чтобы не возникало у него такого дискомфортного какого-то состояния, да, так как всегда новая среда, она связывается с какими-то такими моментами, да, где ему, возможно, быть некомфортно. Он может испытать какие-либо трудности, не только личностного характера, но и, возможно, учебного и так далее. Ну, что будет доступно, да, для студентов в этой комнате? Данная комната, она очень многогранна, да, и он как бы уже в нем уже есть название, да, аудиовизуальный комплекс, вот, и он такого характера, да, множественного. В нем можно будет провести не только, да, индивидуальные консультации, да, то есть студент, он может там получить не только индивидуальную помощь, но и релаксационные мероприятия там можно будет проводить, да, для студентов. И также можно психодиагностику также там получить. А есть ли какие-то ограничения, то есть, ну, может быть, там не всем доступна эта комната или там какие-то определенных специальностей студентов, или, в принципе, любой студент с Северо-Восточного федерального университета в нужный там момент может прийти и воспользоваться услугами? Или, может, услугами? кто-то только адаптируется со школы на первый курс, да? Так, ну, данная, да, среда, она для наших студентов в первую очередь, да. И в этом году мы планируем охватить 700 студентов, да, от 16 до 23 лет, вне зависимости от какого учебного подразделения, да, именно в нашем вузе. Так что приглашаем студентов принять участие в данном проекте. А с какими запросами чаще обращаются студенты? Вот, да, в чем была необходимость открыть эту комнату?
Мгм. Ну, смотрите, ситуации всегда бывают разные и очень индивидуальные. Ага, кто-то обращается, да, по трудностям по учебе, да, а кто-то уже по личностным, таким более глубоким, эмоциональным и так далее. Но это очень конфиденциально. Поэтому, Не, ну, может быть, можно обобщенно. как-то разбить по, ну, условно, категориям, да, какого. То есть у Мгм. кого-то проблемы с учебой, у кого-то проблемы с Мгм. социализацией и так далее. Есть ли что-то, что, ну, вот, категорийно, с чем чаще Мгм. обращаются? Ну вот, это такие трудности, ну, с адаптацией, да, дезадаптацией и так далее, да. Бывают такие также случаи, ну, вот, эмоционального характера, да, вот еще озвучила, да, личностного, да, бывает еще также, ну, по меньшей степени кризисного. Ну, это более такие ситуации. Ой, сейчас вспоминаю свое студенчество и думаю, почему в мое время не было такой комнаты, потому что мы очень стрессовали по поводу там сессий, да, несданных каких-то зачетов, вот этих пересдач. Да. Вот Студенты, у меня, ага. кстати, до сих пор триггер остался. Ну что, на экзамен? То, что я, да, и иногда даже снятся сны, что я не сдала какой-то зачет. Ну, студенты, да, обращаются по поводу, вот, когда сессия начинается, да, экзамены, им тоже там дискомфортно, ну, стрессовая ситуация, да, все надо закрыть, все надо сдать. Вот по данному поводу, да, когда они очень-очень волнуются, они обращаются вот к нам. И также кураторы тоже нас приглашают, да, на групповые такие занятия, тренинги, да, по снятию стресса и напряжения. Ну, в целом, да, сессия очень стрессовый такой момент. Мгм. Вот. Ну, а в целом, поделитесь, наверное, какими-то советами для молодых людей, да, которые, ну, может быть, не справятся, потому что, ну, чтобы справиться там, с какой-то нагрузкой такой психологической, да, найти вот этот выход этой энергии, мы понимаем, есть комната психологической нагрузки. Самый важный момент — поймать себя на мысли, что да, вот сейчас бы мне не помешала помощь, то есть на что стоит обращать внимание, может быть, не самим студентам, родным, близким, друзьям и так далее. Мгм. Ну, современность она такая, да, то есть важно заботиться не только о своем физическом здоровье, да, но и важно сейчас уже уделять и своему психологическому состоянию. Вот. Если вы видите и наблюдаете в себе, да, и в окружающих, и в близких своих людях какие-либо изменения, да, негативного какого-то характера, или какое-то деструктивное поведение, да, или что-то вас волнует в их вообще поведении, в их состоянии и вообще в целом, да, то не бойтесь, да, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам, да, к психологам. Но хоть иногда бывает, что просто поговорить с близким, да, о чем-то волнующем его, это всегда помогает, это всегда вовремя, это всегда, ну, в контексте таких событий. Светлана, ну, нас, возможно, сейчас смотрят и студенты, да, заинтересованные, и также, возможно, боятся, да, пойти туда как-то. Вот это нужно записаться как-то предварительно, в какое время открыта комната, да, в любой момент я могу туда обратиться. Вот как происходит работа? Студенты записываются, да, у нас есть разного рода так, порядок получается, да, записи к нам. Вот, если студент очень стесняется, да, и не может подойти сам, то у нас есть анонимная помощь через сайт. Также есть тоже индивидуальная форма, да, заполнения вот, к нам, чтобы попасть, да, потому что иногда бывает, что студенты тоже испытывают вот прямое обращение, и им некомфортно вот обращаться, да, по телефону или подходить вживую, вот. И поэтому есть вот дистанционный такой вариант, да. Также они могут позвонить к нам, либо сами уже могут подойти уже, да, очно записаться и там же получить уже помощь. Ну и, наверное, последний в двух словах вопрос, потому что все-таки, да, сейчас вот начинается вот эта такая история про то, что надо про ментальное здоровье заботиться. Тем не менее, мне кажется, до сих пор остаются страхи, потому что обращаться за помощью психологической, как будто что-то со мной не так. Это, по сути же, очень важный момент и очень нормальное явление, когда ты заботишься о своем психологическом здоровье. Ну, тоже, да, можно так сказать, что время не стоит, оно идет, да, прогрессирует, и молодежь тоже прогрессирует. Они вот, если так понаблюдать и посмотреть, да, они уже стали такими открытыми более, да, и заявок, соответственно, поступает еще больше, да, вот, и приходят уже такие подготовленные иногда студенты,
уже. Ну, Светлана, спасибо вам за эту беседу. Желаем удачи в вашей работе, удачи и успехов в помощи студентам, потому что им нужна она. Есть моменты, когда им это очень нужно. Спасибо, Светлана. Вот. А мы у нас на очереди гороскоп на неделю. Целую неделю. Узнаем, что готовят нам звезды. Овны. На этой неделе вы главные двигатели прогресса. Солнце в вашем знаке дает мощный заряд энергии, но постарайтесь не размахивать кулаками после драки. Понедельник и вторник идеальны для того, чтобы начать что-то важное – спорт, проект или ремонт. В середине недели Марс активизирует зону денег. Возможно, неожиданные траты, но и не менее неожиданные поступления. В четверг будьте аккуратны в общении с начальством. Вы можете показаться слишком резкими. А выходные лучше посвятить себе и внешности. Сходите в спа или к косметологу и обязательно выспитесь. Тельцы. Неделя потребует от вас гибкости, которую вы так не любите. Планы будут меняться каждый день, и ваша задача – плыть по течению, а не бодаться с ними. Особенно это касается вторника. Возможны сбои в поездках или документах, а зато среда принесет приятные новости от друзей или социальных сетях. В пятницу отлично пройдут переговоры, если вы включите свое обаяние. Конец недели располагает к наведению уюта дома, купите что-то красивое для интерьера или просто испеките пирог. Близнецы. Вы окажетесь в эпицентре событий. Информации будет много, люди будут тянуться к вам за советом. В понедельник, возможно, неожиданная встреча со старым знакомым, а в среду Меркурий, ваш управитель, даст зеленый свет на обучение и поездки. Если давно хотели куда-то съездить, планируйте на четверг. Единственное предостережение – в пятницу будьте фильтром для своих слов. Сказанное в шутку может обидеть близкого человека. На выходных устройте информационный детокс, отключите уведомления и прочтите бумажную книгу. Раки. На этой неделе звезды советуют вам залечь на дно в хорошем смысле. Вся суета будет только отвлекать от главного – вашего внутреннего состояния и семьи. Вторник может принести небольшую хандру, но она быстро пройдет, если вы займетесь руками. Готовка, уборка и шитье вам помогут. В четверг Луна войдет в ваш знак, и вы почувствуете прилив сил. А выходные проведите с самыми близкими. Никаких шумных компаний, только покой и тепло. Львы. Неделя потребует от вас скромности, что для вас почти подвиг. Не лезьте на передовую, дайте возможность другим немного покрасоваться. Зато среда принесет ясность в деловых вопросах. Вы увидите, кто друг, а кто просто пользуется вашим огнем. В четверг возможны интересные предложения по работе или подработке. В пятницу звезды благоволят романтике, но если вы одиноки, присмотритесь к своему окружению. На выходных устройте себе маленький праздник, вы этого заслужили. Девы. Неделя удачи в финансах и бытовых вопросах. Все, что вы сейчас посеете, даст всходы уже к концу весны. В понедельник возможна премия или возврат старого долга. В среду будьте внимательны к мелочам. Потерянная вещь найдется в самом неожиданном месте. Отличное время для заботы о здоровье. Начните пить витамины или запишитесь на массаж. В четверг избегайте сплетен и не обсуждайте коллег за спиной. Выходные идеально проходят для генеральной уборки или разбора гардероба. Выбросьте все старое и освободите место для нового и свежего. Весы. На этой неделе ваша главная задача – поверить в себя. Венера, ваша планета, дарит вам шарм, так что пользуйтесь. Вторник отлично подходит для начала романа или, возможно, возобновления старых отношений. В среду возможны творческие успехи, если вы пишете, поете, рисуете, покажите результат всему миру. В пятницу берегите поясницу и не поднимайте тяжести. Хорошее время для смены имиджа или покупки новой одежды. На выходных звезды советуют выбраться на природу, подышать воздухом и набраться сил перед следующей неделей. Скорпионы. Неделя будет эмоционально насыщенной. Плутон заставляет вас копать глубоко, но иногда стоит смотреть на вещи проще. В понедельник возможны конфликты с родными. Не давите, дайте им право на свое мнение. В среду отлично пойдут дела, связанные с деньгами. Кредиты, ипотеки, расчеты с партнерами. В четверг вас может накрыть ревность или подозрительность. Постарайтесь это перебороть. Выходные хорошо провести в одиночестве или с одним самым близким человеком. Займитесь тем, что приносит вам истинное удовольствие.
Стрельцы, вы начинаете неделю на всех парах. Столько планов и идей, что глаза разбегаются. Юпитер расширяет ваши горизонты, поэтому во вторник и среду планируйте командировки или хотя бы изучайте карту путешествий. В четверг будьте осторожны с юридическими документами, читайте все мелким шрифтом. В пятницу возможна встреча, которая перевернет ваше представление о чем-то важном. А на выходных звезды советуют заняться спортом или активным отдыхом. Сидеть дома противопоказано. Вам нужно движение и новые лица. Козероги. Неделя упирается в карьеру и социальный статус. Сатурн не дает расслабляться, но результат того стоит. В понедельник начальство будет особенно требовательным. Не спорьте, делайте и доказывайте делом. В среду возможен сдвиг в давнем деле, который казалось безнадежным. Хороший день для общения с пожилыми родственниками. В пятницу возможны мелкие поломки техники, отнеситесь к этому философски. Выходные посвятите домашним делам. Водолеи. Вас тянет на подвиги и перемены. Уран подкидывает сюрпризы, и от вас требуется гибкость ума. Вторник может начаться с хаоса, но к обеду все устаканится. Отличное время для фриланса, работы в интернете и всего, что связано с технологиями. В четверг возможны неожиданные деньги оттуда, откуда и не ждали. Рыбы. Неделя легкая, мечтательная и очень удачная для творчества. Нептун окутывает вас дымкой загадочности, чем активно пользуются окружающие. В понедельник возможны приятные сюрпризы в личной жизни. В среду интуиция будет просто зашкаливать. Доверьтесь первому впечатлению о людях и событиях. Хорошее время для благотворительности или просто помощи другу. В четверг не перезагружайте психику триллерами или плохими новостями. А выходные лучше провести у воды или принимая ванну. Рыбам сейчас нужно очищение и покой, чтобы войти в новый сезон обновленными. Вот так вот. Вот так вот и пролетел наш почти что час. Интересно, мы поговорили про важные вещи, мы поговорили, да, вот про психологическую поддержку, хоть и студентов, но психологическая поддержка и помощь важна всем нам в какой-то момент, поэтому следите за собой, обращайте внимание и своевременно обращайтесь за такой помощью. Да, вот на этом, на всем мы вас провожаем в этот понедельник. Пусть он обязательно пройдет для вас, для всех удачно. Ну, а завтра в нашем эфире будет, я думаю, не менее интересно. А завтра мы будем провожать вас уже во вторник. Но это все завтра. А встречайте, провожать. Встречать, провожать всю неделю вместе с вами. По Катерине Винокурова, Павел Танин. Все для вас, для вашего настроения. Желаем вам отличного дня, чтобы все сегодня получилось обязательно. А если не получится, получится завтра. Но стараемся сегодня. Хорошего дня.